Лагерь военнопленных появился в центре Казани. Стреляют, пытают и срывают оглушительные аплодисменты. Это в Татарстан вернулась поэма Назиба Жиганова «Джалиль». Премьеру представили сегодня в Татарском театре оперы и балета, который носит имя поэта и героя. Маргарита Петрова вслушивалась в голоса и ноты. Так тревожно она вернулась на подмостки спустя 25 лет. Заметно обновленная мобильная сцена, лазерная графика. Зрители одновременно видят, что происходит здесь и сейчас. Оживают и воспоминания героя. Причем звучат строки не только либретиста Ахмеда Файзи, но и самого Джалиля. Дополнительно то, что я делаю на сцене, зрители еще углубляют в это в состояние, то, что они видят, эти стихи. При этом либретто сразу 5 языков, но разной национальности героев своей поэмы Жиганов выписал и в музыке. Помог фольклор тех стран. Народного вообще в постановке много. Не только балет, в спектакле участвуют и артисты совсем иного жанра. Как будто приезжает поезд, вот, там заключенных привозят, вот они стоят, охраняют. Раньше играли только в кино, в театре впервые, говорит дрессировщик. Поэтому был страх, как овчарки поведут себя на сцене. Волновались и солисты. Режиссер поставил оперу всего за неделю. Но более всех, пожалуй, до начала спектакля неспокойно было дочери поэта. Это уже сугубо личное. У меня тут очень много вызывало и, наверное, будет вызывать слезы и волнение. Это поэма для композитора и история о близком друге. Опера, написанная в годы, когда Джалиля официально считали изменником, впоследствии стала одной из самых знаменитых и значимых в судьбе Жиганова, как в творческой, так и в личной. Тот, кого сейчас называют национальным классиком, в последние годы своей жизни не мог похвастаться любовью зрителей. Очевидцы рассказывают, концерты, в которых играли его музыку, проходили при полупустых залах. Совсем иная картина ждала Жиганова на гастролях. Аншлаг и бурные, долго не утихающие овации. Композитор в этот же вечер скончался. Маргарита Петрова, Ильшат Мухаметов, телеканал Татарстан, Новый век.